Есть такая еще актуальная тема, которую мне хотелось бы поднять и задать вам этот вопрос. На днях вышел отрезок или кусочек интервью, ну или это была часть какого-то документального фильма, который Дудь у себя залил спустя там несколько лет. То есть эта запись не актуальная, но это запись интервью с Русланом Аушевым. И вот я у Дудя давно прослеживаю такую, ну, неприкрытую неприязнь к чеченцам и обобщение чеченцев. При всей его той журналистскости, при всей его такой адекватности, при всей его вот этой демократичности и толерантности ко всем. Он очень толерантен к разным течениям, меньшинствам и все это. Ну вот у чеченцев, у него этот, вот там у него блок, у него там заедает, прям тормоз у него, ручник на полную, он выдирает просто. И вот он тут тоже говорит, а, во всем этом интервью это прослеживается, это, ну, это как это ничего нового за ним понятно, ну вот что меня вот очень сильно встревожило и как бы разозлило, это был момент, где он сказал, что во Вторую войну и Масхадов, и Шамиль Басаев, и все они террористы. То есть, если Шамиль Басаев, ладно, мы об этом спорить не будем, у него есть террористические акты, которые на его счету, которые он на себя сам принял, то Масхадов это народом демократически избранный президент, за которым нету ни одного террористического преступления, и который против этого боролся, и который как бы в случае с Бесланом сам себя, понимая весь этот риск, предлагал как переговорщика, если ему дадут коридор, пойти туда, зайти и поговорить. И он понимал, что он сможет там что-то изменить. И ему этого коридора не дали. Это Дудь сам это знает, но он никогда этого не подчеркивает. В общем, меня оскорбило то, что Дудь назвал президента Масхадова террористом. И мне бы хотелось, чтобы вы для человека настолько просвещенного сейчас немного разжевали эту тему и объяснили ему, почему Масхадов не террорист и почему это преступление называть его так. Хусейн. Да, да, хорошо. Да, я был адъютантом Масхадова в Первую войну, и во Вторую войну был членом оперативного управления. Насколько я помню, и Дудаева, с Дудаевым встречался в Первую войну. Ни Дудаев, ни Масхадов, ни один из них никогда не призывал к террористическим актам. Наше правительство всегда было против террористических актов. Есть какие-то вещи военные, да, которые называются там диверсионные операции. Например, мы сейчас по Украине можем судить издалека, да, как украинские, как бьют российские войска по Украине, оправдывая вот эти удары по жилым домам, по больницам, по концертным залам, по рынкам, где массовое скопление населения. И при этом они оправдывают и не называют Путина террористом, да, не называют сами русские, эти блогеры тоже. И то же самое сейчас в ответку начали уже украинцы бить по Москве, по этим разным городам. И хорошо, что начали, потому что по-другому эти люди все равно не поймут, что там идет война, потому что телевизор им одно говорит, и они видят другое. Вот в нашем плане, в чеченском, нас умышленно пропаганда, российская пропаганда, русская пропаганда обвинила в терроризме в самом начале еще, если вы помните, ну никак не помнить нельзя, взрывы домов на Каширке, Буйнакске, Каспийский, там Рязанский сахар, все эти акты были специально созданы для того, чтобы чеченский народ и наше руководство обвинить в терроризме. То есть сейчас вроде бы этих людей нету в живых уже, да? Было две войны. Столько времени прошло, и опять поднимать тему чеченского терроризма, с тем еще не сравнивая даже с тем, что сегодня происходит в мире, да, вот то, что я сейчас говорю с Украиной, война в Украине и нападение России на Украину, то если даже что-то и было, то это какие-то такие блеклые такие тона, да, по сравнению с тем, что делала Россия с нашим народом и делает Россия сегодня над украинским народом. Поэтому Дудь, любой российский блогер
пытается всегда, я заметил, самый хороший блогер, украинский блогер, любой, не обходит чеченскую тему. Обязательно надо вот чеченца где-нибудь туда впихнуть, чтобы проехаться на нем немножко, да, потому что почему чеченцев упоминают? Это понятное дело, чеченец – это марка уже, такая сильная марка. Когда ты упоминаешь чеченца, там сразу внимание на себя обращает даже одно это слово. Поэтому Дудь пытается, использовать это слово, и многие другие блогеры именно используют не то, что без доказательств, никаких доказательств у него нет о том, что Масхадов был террористом, да, он не может ни Буденновск, ни Норд-Ост, ни Беслан к Масхадову привязать, потому что он вообще никакого отношения к этому не имел, если даже он эти акты называет террористическими. И причем мне особо неприятно, да, когда сидит Руслан Аушев, который с Дудаевым подписывал какие-то соглашения, которому Дудаев разрешил ингушскому народу добровольно выйти из состава Чеченской республики Ичкерия, организовать свое небольшое государство. Здесь немножко вот, неприятно, когда человек не одергивает оппонента, не говорит: алло, он был законно избранный президент. Вот это неприятно. В остальном-то мы уже привыкли, что нас, в принципе, так называют. Он сказал одну хорошую вещь там, которая мне очень понравилась. Он сказал, война, если она начинается, потом уже и террористические акты, и убийства, и все, и все. И этому удивляться не надо. Но когда мы говорим о последствиях и не критикуем причину, не понимаем, что все последствия, все уже неконтролируемые какие-то агрессивные действия одиночек, каких-то групп, когда мы это прям за голову хватаемся, об этом документальные фильмы снимаем, но не говорим о причине, о войне, где у нас в десятки раз больше людей умирает на тот момент и умирало, и где у нас дети, да, у нас 40 тысяч детей мертвых, а инвалидами сколько осталось? У нас столько молодежи по тюрьмам рассажено, в тюрьмах умерло просто за то, что они чеченцы. Там, я уже не говорю о мирных жителях, которые были прямо в самой войне, да, разбомблены и запытаны насмерть. То есть, когда мы не говорим о причине, говорим о последствиях, хватаем себя за голову, мы же не в состоянии, да, разобраться, прийти к какой-то сути, к какому-то ответу, найти, не знаю, какое-то решение. И эти люди, если из них самые адекватные, самые толерантные ведут себя так, о чем мы можем вообще говорить? Артур и Рама, вы хотели что-то добавить? Да, я хотел сказать, вот там весь момент такой по поводу вот того, что ты говоришь, насчет того, что президента назвали террористом. Именно вот и Аушев в этом интервью упомянул о том, что Масхадов, когда связывался с ними, он говорил о том, что он выезжает туда, дайте ему коридор. Ему не дали коридор, он сказал, если вы не даете коридор, я все равно туда выезжаю. И он говорит, что какие-то трупы там убирали, и в этот момент началась там стрельба, туда все время стрельба и вот эти вот акции военные, там вот этот вот новый терроризм, так сказать, это, этих заложников и того, кто там совершал этот акт, их начали убивать в тот момент, когда вот это, Масхадов сказал, что он все равно выезжает. В общем-то, решили, ну, в результате, не в ту же минуту, но, во всяком случае, после этого они, видимо, забеспокоились, что все-таки он продемонстрирует свое лицо благородное, наш президент. В общем, такое, Политический дивиденды да. имеет от этой ситуации, что покажет себя. И, ну, вот такая вот, это один момент, а второй момент, то, что законно избранный президент, который, вот эти сами выборы этих президентские были после того, как они подписали перемирие. Российская империя подписала договор после Первой войны с Чеченской Республикой Ичкерия.
мирный договор, в котором подписался президент Ельцин и президент Масхадов, как суверенные представители, президенты двух суверенных государств. И после этого совершенно, ну, все, что сказал Хусейн, там эти взрывы домов, повод там искали, там и дагестанская вот эта операция, в общем-то, мутная история с Дагестаном, но в результате они нашли повод, якобы повод им и не нужен был. Они уже нарушили границу до этих событий. Хусейн уже несколько раз объяснял это. Он в Шелковском районе, они уже внутри находились на территории Чеченской Республики в течение года, по-моему, уже. Да, Хусейн? Да, Да, они да, нарушали. целое село там уничтожили, несколько этих жилищ. Я помню, я там бывал. Ну, потом, правда, но в любом случае мне это описывали, это все показывали. Это, так что вот такая вот история. Они абсолютно все время не собирались оставлять в покое нашу республику. Но к сожалению, они сумели подготовить вот этот вот публику, в смысле зарубежные страны, которые должны были вмешаться, в частности, западные страны. Мы очень рассчитывали на то, что вот это вот наполнение содержанием нашего суверенитета будет с помощью демократического влияния со стороны западного. Но, во всяком случае, получилось так, как получилось. Что касается того, что там сам процесс, ну, вот этот вот, там заложники, это от отчаяния. Там и главное в этом деле сознательно, зная, что этот человек послан спецслужбами, Шамиль Басаев вошел с ним в контакт и, в общем-то, разработал эту акцию, не ставя в известность Масхадова, кстати. Вот эту Ну, вот операцию, вот этот вот, как его там, его фамилия, я забыл, который был осетин вот этот вот, который готовил эту операцию, в общем-то, сотрудничая со спецслужбами. Все это подготовлено оттуда. А этот хотел использовать этот момент, вроде бы там представители чеченской стороны хотели бы использовать вот этот момент для того, чтобы все-таки они не ожидали того, что так жестоко они будут ну, по отношению к детям, женщинам и так далее. Там то, что там они собирались куда-то в Москву, я не знаю. Но самое главное, в результате оказалось, они заложники и люди эти оказались в школе в этой. Вот это вот история. В любом случае, мы соболезнуем всем жертвам Конечно. этого происшествия. Мы ни в коем случае не оправдываем подобные действия, чтобы не было потом каких-то недоброжелателей, которые захотят схватиться за какое-нибудь несказанное или сказанное слово. Но в данной ситуации снова же возвращаемся к тому, что это Там последствия. убито 42 тысячи детей. И в результате этого все эти акции, по большому счету, были. Я не Это говорю, мы последствия не войны. оправдываем это. Да. Конечно, это ужасно. В любом случае. И главное, это не руководство страны этим занималось, как они Чтобы не быть говорят. голословным, я Да. вот как чеченец, как представитель своего народа, в первые же буквально часы после того, как это случилось, стал участником марафона
на НТВ в прямом эфире по сбору средств для пострадавших. Так, чтобы вы понимали, что мы точно, как никто другие, понимаем, что это такое, что такое гибель детей. Я просто еще раз хочу напомнить, когда просто, ну, и про наших не забывайте, пожалуйста, мир. Я ко всем говорю, я всему миру говорю, мир, про наших тоже не забывайте, 42 тысячи, только вот в последние 2 войны. Детей 42 тысячи, мы говорим о детей, то есть, по-моему, возраст от 0 и до 16 лет, это дети. Вот 42 тысячи официальные данные, но не забывайте про это тоже. Но их же тоже надо оплакать, их надо хотя бы справедливости ради, мемориал какой-то, признать этот чудовищный геноцид. 42 тысячи только детей. Ну, вдумайтесь, ну почему про нас опять забыли-то? А что касается сострадания горю осетин, то, что у них случилось, как я уже только что сказал, в первые же часы я был там и принял участие в этом марафоне. Вот что смог, я сделал. Кто-то сделал еще? Пусть задаст себе вопрос. Прежде чем писать и осуждать, вы спросите, что вы для них. Вот я пошел и сделал. Это к этому. Возвращаясь к Дудю, мы же начали с него, то есть от него эта информация пошла. Смотрите, то есть я как минимум в теме того, что делает Дудь, потому что я считаю себя его зрителем. Я много что у него посмотрел, за исключением рэперов. Не в силу, не потому что там брезгливость какая-то, просто неинтересно. Ну, не смотришь же ты фильм, который тебе не интересен. Вот и все. То есть я не сильно интересуюсь этим жанром, во всяком случае тем, что делали эти ребята в том стиле, да. То есть так-то рэп мне нравится, я с него начинал. И вот рэперов не смотрел и какую-то часть комиков, но каких-то смотрел. Весь остальной контент, все остальные фильмы даже, не хочу говорить слово контент, фильмы, выпуски, интервью, которые делал Юрий Дудь, я смотрел, и многие из них мне очень понравились, и я высоко оцениваю то, как он это делает, то есть мне нравится он как и журналист, и человек, делающий вот этот видеоматериал. Я его смотрю, но первый раз, когда я отметил его неприязнь, давайте так не будем громко бросаться, в принципе, надо все-таки оставить и за ним право ответить, если вдруг он захочет, конечно, в чем я очень сомневаюсь, ну ладно. Поэтому неприязнь, не буду говорить ненависть или презрение, неприязнь к чеченскому народу, это было в выпуске про, если помните, такой был фильм «Брат», потом «Брат 2», и там играл, по-моему, Данила Бодров, если я не ошибаюсь, фамилию правильно, Бодров, да. Дудь сделал о нем хороший фильм, действительно хороший выпуск о нем, память о нем, и там он говорит о том, что это один из моих любимых фильмов, может быть, но точно, абсолютно, что он говорит, что Данила для него был героем, он на него равнялся, он сделал здесь себе татуировку с именем Данила, он своего сына назвал в честь Данилы Бодрова, то есть это важно, и это... А там это все читается между строк. Самая главная фраза этого фильма: «Не брат ты мне, чурка черножопая». Я прошу прощения у моих взрослых коллег, простите меня, я знаю, что я перешагнул этот чеченский барьер, но мы сейчас все-таки немножко в другом ракурсе. Я цитирую, и это цитата из фильма. Она есть на весь мир, это не я ее придумал. И это самая сладкая фраза этого фильма, которую Россия обожала. И он в том числе. Кому и как адресуют такую фразу русские, вы прекрасно знаете, и русские знают это лучше, чем мы с вами. Поэтому я тогда что-то засомневался, думал, ну, наверное, он где-то тоже рукоплескал. Но я отметил, потому что это косвенно. Я отметил. И второй раз уже, чтобы не быть голословным, я это четко заметил и прочитал в интервью с Доренко. Помните, был такой журналист, он потом после интервью с Дудем, он погиб там достаточно, через полгода, неважно, ну, достаточно быстро. Разбился на мотоцикле, официальная версия, или на велосипеде, в общем, на каком-то транспортном средстве он разбился. Что-то с сердцем, версия такая. Вот там в интервью с Доренко ему рассказывает о красивом поступке одной чеченской женщины по отношению к русскому солдату, к которому она ходила то ли на блокпост, то ли на его место службы, где-то он там сидел чуть ли не один, то ли в окопе, то ли в блокпосте. Если кому-то нужны уточнения этих деталей, посмотрите это интервью с Доренко. Я сейчас точно не помню, где сидел этот парень. Она ходила и как сына кормила его, потому что он там голодал, он там был чуть ли не брошен или что-то такое. Это красивый поступок.
И в любом другом случае, когда есть что-то подобное и красивые истории, Дудь, как правильный и очень хороший журналист, цепляется в это и развивает тему. Он он дает, потому что это интересно. Тут же, а что она его кормила? Голод? Ну, когда? Ну понятно. Все. То есть он сразу это выбросил, потому что красивая история о чеченце или о чеченке ему не нужна. Он тут же это слил в урну журналистскую, потому что эта информация... И я понял, что он никаких красивых историй о чеченцах не хочет, потому что они ему не нравятся. Я больше никак не могу это объяснить, но оставляю за ним право опровергнуть это, сказать, нет, это не так. Объективности ради, многократно чеченцы упоминались, и чеченская история упоминалась в его интервью, не только с Доренко, это было и с Ходорковским, и с другими ребятами, так или иначе, чеченская, но ни с одним чеченцем, который мог бы от первого лица держать ответ за какие-то исторические моменты. Вот хотя бы вот с Хусейном Исхановым, да, который очевидец обеих войн, адъютант Масхадова, спасибо вселенной, жив, здравствует, в светлом разуме, готов отвечать, все помнит хорошо, ну сделай, пожалуйста. Ну, окей, не принесет он тебе 20 миллионов просмотров, но правды ради, неужели сложно? Хусейн в Европе живет, подъедь, проинтервьюируй человека, поговори. Ни с одним чеченцем, справедливости ради, он интервью не сделал. Даже коротенькое, пусть не на 2 часа, полчаса поговори, задай главные вопросы. Допустим, ему не надо. Хотя чеченскую тему обсуждали много раз, и постоянно он ее сливал в трубу. А красивые такие моменты, которые чеченцы совершали, они сразу... Я вообще удивился, как это вообще на монтаже не вырезали. Ну, монтирует не Дудь, видимо, проскочило. Поэтому, Юрий, вряд ли вы увидите это видео, но если вдруг увидите, давайте как-то, ну, не все мы террористы, как вы нас назвали, даже президента нашего законно избранного вы назвали террористом. Это неправильно. Я оставляю за вами право, что вы не в курсе темы, там еще чего-то. Давайте выясним, раз уж чеченская тема у вас неоднократно обсуждается, давайте выясним, это же справедливо. Давайте не погонимся в этот раз за просмотрами, за кликами, лайками и прочим, за монетизацией ваших видео. Просто сделаем, пусть его посмотрят, как в детской задаче, 1,5 землекопа, но они ее посмотрят и сделают выводы, это будет объективно. Вот такого плана предложения, потому что это совсем несправедливо, то, что происходит по отношению к нам. Допускаем вариант, что был обманут, живя во всей этой пропаганде, и не все понимал, и сейчас... Именно так, Сначала сейчас у него есть возможность как бы исправиться, более глубже копнуть, заняться этим вопросом. И у него есть прекрасно подходящий на эту роль приглашенного гостя человек. Он сегодня тут с нами, Хусейн Исханов, тот же Артур. Очень отлично подходит и его карьера музыкальная, все. Так что, Юра, сделай интервью с чеченцем и прекращай, давай более объективно. Давайте жить дружно. Да, Я давайте согласен. жить дружно. Я за. Давайте, по крайней мере, быть более объективными. На сегодня эту важную тему мы обсудили. Достаточно. Я благодарю всех, кто участвовал, благодарю всех, кто слушал. Пишите комментарии, пишите также темы, возможно, которые вас интересуют, которые нам стоит обсудить. Марша Ойлашу Адикаюэла. Марша, дал Диккенс говорит, Адикаюэла. Амин. Всем всего доброго.